Угу. Умой. Манечка, Майжвань, идем дальше. Тёма. Так, книгаед. Никелема, рын, лыджичка, мы и ни. Здесь форма ми. Она она, то есть и ми, и мон, они из одного, как бы они в паре идут. Мон лыджичкем, ми. Лыджичкем тогда получается? Лыджичкем мы. То есть я прочитал мон лыджичкем, а ми лыджичкем мы. Множественное число. Да, лыджичкем. У меня просто О как, точнее Е как О получилось. И как переведем? Эту книгу мы уже читали. Когда? В том году. Угу. Клемары в прошлом году, в оставшемся году. Угу. Умой, Маша. Ты шишкем ук и нитуне. Ты, форма ты. Она идет в паре с третьим лицом множественного числа. Там Илья. Да, там Илья приходит. Потому что отрицательная форма? Нет. Потому что так правило. Все, я перепутала. Угу. Как будет? Шишки лямды. Угу. Шишки лямды ук и нитуне. Вы уже не будете есть сегодня? Вы же уже сегодня ели. Ели. Угу. Вы же уже сегодня, оказывается, ели. Это у нас прошедшее неочевидное. Оно не может переводиться как будущее. Угу. И Артем Снегирев. Угу. Суос, ну и лямзы, и ни магнитофонес тупотаны. Шамер. Как переведем? Башкала предложение, древнее предложение. Они принесли уже починенный магнитофон. Нуны – это относить. Приносить – это ваюны. То есть на удаление это. То есть они отнесли уже магнитофон на починку. Чинить. Тупотаны – это исправлять, чинить. Угу. Умой. Надя. Угу. Пример читать или второй? Пример тоже прочитай, да. Ага. Клемарын монкык толеш гине ужешкем. Клемарын монкык толеш ужешкем тее, либо эвел ужешкем. В прошлом году я... кык толеш это 2 зимы, что ли? 2 месяца. Я 2 месяца был без работы. Не работал. Только 2 месяца работал. Да? Наоборот? Да. Если ты переводишь переводишь первую часть без отрицания. У нас тут 2 части. Первая часть без отрицания утвердительная, а вторая часть нам надо сделать отрицательную форму, имея форму утвердительную. Так, значит, первое получается в прошлом году. Да, я только 2 месяца работал. Да. Оказывается. Да. Открыл для себя, что только 2 месяца работал. Так. Отрицательные у нас, получается, мы заменяем глагол на отрицательную форму. Я не работал, оказывается, 2 месяца. Да. Оказывается, 2 месяца не работал. Видимо, тоже был карантин, там дома сидел. Да, поэтому второе предложение надо сделать по такому же принципу. У нас есть утвердительная форма, и мы делаем отрицательную. Можно рискнуть сделать форму сложную, синтаксическую, образованную, а можно сделать аналитическую, это когда мы за счет отдельного слова «will» образуем. Давай попробуем, да. Та дискет тон троспок джинет укни. Этот диск ты много раз уже слушал? Да. Нет. Так, а теперь... Отрицательную форму делаем. Отрицательная, которая простая, та дискет тон троспол эвел клджеме. Да, то есть
Простая, мы просто will добавляем к утвердительной форме. Если хотим Так. усложнить жизнь. Да, если мы в Башкирии усложняем жизнь, то мы, наверное, скажем... так, а куда я записала? Самый главный показатель Кылджемте, Кылзым-те ед. либо кылджемте ед, да. Угу. То есть Мгм. вы в Башкирии, скорее всего, еще и притяжательный и Наверное, указатель лица добавить. Кылзым-те ед. Угу. Умой. Ну и тут просто, оказывается, наверное, мы уберем, потому что ты, оказывается, не слушал много раз. Мгм. Ну, хотя в зависимости от контекста. Кылджемте ед. Да. Тоже мой. Угу. Ма. Ваньзылы согоштет истемени. Ну, утвердительно это всем ли он отправил письмо, да? Да. Ну, тут либо ваньзылы согоштет истема велини, если в такой, или вел истемени. А если, как в Башкирии, то тогда, наверное, истымтез. Угу. Истым-те, он один. Истымте. Угу. Ну и тут надо вот немножко переделать предложение. Логически странно звучит. Он всем не отправил письма. Как-то Вандила Согоштет Велестем. Когда вот как все действительно все предложение-то переделать? Вот я бы сказала как носитель, да, но кинвина Гоштет Велестем. То есть он никому не отправил. То есть, да, письмо. вместо ваньзылы Да, кинлы. кинлы, да. Ну, я понял, да. Умой, мынычко мажвань, Тёма. Мия смелы выль дискут бастичкым темы укини. Угу, сначала утвердительное, а потом отрицательное. А что, Мия. два раза читать? Сначала читать утвердительную, да, а потом хорошо. строим отрицательное. Мия смелы выль дискут бастичкемы укини. Да, и переведем, чтобы было нам легче. А шмелы нам самим, мы себе. Угу. Сложно. Мы сами себе Баштыны. Угу. взяли... или не взяли. Взять, покупать. Купили ведь уже новую одежду. Дишкут – это одежда. Угу. Возможно, что она получается, образована... Да. Мы сами себе купили уже новую одежду. Да, оказывается, мы это неосознанно сделали. Вот, теперь надо сделать официальное. Оказывается, мы не купили еще себе одежду. Получается, ми осмелы выль дискут бастичкым темы укини. Да, бастичкем темы. Но тут, смотри, еще ук и не, оно логически не будет уже подходить. Уже. То есть без него еще нет, надо сказать. Еще нет, это у нас какая частица? Еще не вот это. Еще. Well. Well? На. На. Выдышкут вел баштишкем мына, либо простая форма, да, вел баштишкем мына, либо миашмилы выдышкут башти. Я сама не могу эту форму строить. Баштишкемте. Баштыны. Нет, баштым темы. Потому что у нас вот это ишк, оно только в первом лице в утвердительной форме, да? Вот. Мон баштишкем, ми баштишкеммы, ми баштым темы. Ми баштым темы на. Или ми в баштишкеммы на. То есть ук и ни в отрицании надо заменить на. Маша. Тупат ламды леща и не телевизор дае. Телевизор дес. Тупат ялямды леща и не телевизор дес. Вы еще не починили... так, наоборот. Вы уже починили телевизор?
Мгм. Вы здесь может быть еще такой вариант, что вы, кажется, уже свой телевизор чинили. То есть приходит мастер УДМУ и видит, что все эти Хлам. наклейки... Видит, что хлам. Не, видит, что уже все эти содраны, как они называются? Пломбы гарантийные. Пломбы, да, гарантийные. Вот, вы, кажется, уже так вежливо спрашиваете, вы, кажется, уже поправляли ваш телевизор? Да, неоднократно. Мгм. И в отрицательной будет тупотьялам теды лыща телевизор дес на. Так это Да, еще не поправляли. Мгм. Мгм. Или легкий Ой. вариант был тупотья лямды. Или тупотья лямтеды. Мгм. То есть Илья здесь остается. Тупотья лямтеды. Угу. Оля Тонтатын. Оля, ты здесь, да? Татен. Да, Татен. давай Вон татен. эти предложения, хватит это предложение Ага. твои. Соос кемалаш спортен вырыны куцкилям. Они лыща. Мгм. Соос кемалаш спортен вырыны куцкилям тезы. Правильно? Куцкилям. Да, Тезы. правильно, правильно. Сейчас я пытаюсь понять, есть ли тут другие вот такие показатели, которые логику ломают. Хималай, спортен, вырыны, Куцкилям. Теды. Хималай. На. Нет? Здесь вот Да? слово кемалаш меня смущает. Ты правильно говоришь, куцкилям тезы или эвел куцкилям. Тут вот слово кемалаш давно немножко ломает. Получается, что они давно не начали заниматься спортом. То есть надо сказать недавно, или как, даже, как это будет правильно. Они Вообще не начали. не начали заниматься спортом. Вообще. Да, вообще не надо. Слово кемалаш уберем. То спортен вырыны вылкутскилям. На лыща, Мгм. вылкутскилям на лыща. Вот, можно так. То есть там, где ни было в утвердительном, Там на. в отрицательном мы делаем на, потому что еще нет. Да? Угу. То есть Ну да. в утвердительном уже что-то уже, да, и ни, это все уже. А здесь у нас на. И вот кемалаш в последнем предложении мы уберем, потому что он ломает логику предложения. Умой, манечко Вань, идем дальше. Оль, а можно спросить? Да. А лыся как переводится? Потому что я название учебника переводила, как, думала, что это женское имя. Лыща – это вводное слово. Удмуртское обозначает, наверное, возможно, то есть у нас какие есть вводные. А марым – это вот как в английском well, вот как в испанском pues. То есть когда мы не можем что-то сказать, нам надо подумать, мы вот используем марым. И типа того, но у марыма есть очень удобная функция, он может заменять все части речи. То есть ты можешь, вот у меня дома, например, могут так родители общаться: марымез марымайни или марымез марымано. Это как перевести? Это надо зафигачить уже. Например, марымез марымано. Там то самое. Вот смотрите, вы грамматически вот в этой конструкции вы должны видеть слова. То есть вот марымано – это как мыноно, учконо Да, и так надо далее. сделать. Надо сделать. Марымез – это аккузатив. Надо что-то сделать с чем-то. А в каком контексте это употребляется? Обычно это употребляется, когда человек забыл слово. То есть вот человек забыл название предмета, и он вот это через марым передает. Это может быть действие, это может быть предмет. Прилагательное может быть тоже в принципе. То есть вот, если человек забыл слово, то он вместо него фигня. Вот марым это как фигня. То есть фигом зафигачить. Да, типа того. Угу. А лыся? Они синонимы?
от слова леща, а это синонимы с Марым или нет? Нет, леща, дыр – это вводные слова. Возвращаясь, да, к твоему вопросу. Марым – это одно, леща – это другое. То есть, ну, у Марыма нет значения оценки. То есть вот леща, дыр, вводные слова, мы их используем для оценки, для отношения к тому, что говорим. Леща и дыр – это наверное, да? Кажется, наверное. Марым – это отдельное слово. Оно просто бывает, что заменяет вот другие части речи, когда человек забывает слово, название. Вот. Оно нет у него, ну, как бы прямого перевода. Это вот такое типичное удмуртское слово «марым». Ну, это, вот когда человек думает, ну, это, ну, «марым». Мне в издательстве предложили два варианта перевода названия. Это, дескать, наверное, Марым Лыща, или просто бла-бла-бла. Ну, вот в конце учебника они переводят «кажется, однако». Но это не совсем, вот если прям дословно переводить, это не совсем то. То есть леща – это кажется, наверное, а марым, ну, Типа. ну, типа, да, ну, это вот, ну. Просто это настолько распространенное среди удмуртов слово, что вот учебник с таким словом марым – это сразу… Имеется в виду, если не можешь ответить по-удмуртски и чешешь репу, можно сказать несколько раз «Марым Лыща». Ну, наверное. Вот если в таком контексте, как «ну, наверное», когда человек не решается, то есть это не может быть ответом. Но это такие уже нюансы удмуртского языка, это уже скорее на чувственном уровне. Это нельзя вот, освоить как прошедшее время. Это именно в разговоре уже чувствовать надо спикера и себя. Вот. Давайте куинеты упражнения. Посмотрим третье упражнение. Ма карем кужма мускоин. О, классное упражнение, да. Так, давайте, значит, у нас Оля была последней. Артем Снегирев. Предложение читаем и переводим. Кузьма ес сараен чош, муское кочиш йослен, калык куспо чошацконазы, этизы вал. Угу. Вот здесь как раз форма этизы вал. Это сложное прошедшее время, предпрошедшее, да? Но оно вас не должно смущать, то есть вы вал можете убрать и переводить без вал. То есть это все одно и то же. Да, переводим. Что делал Кузьма в Москве? Да. Значит, этизы – это глагол этины. Приглашать. Да, пригласили. Калык куспо. Калык – это люди, да, народ. Куспо – международный. Куспын – между, поэтому международный. Чошацкон – это соревнование, то есть на соревнование, и тут идет, чье это соревнование и кого позвать. Да. Ну, кошачье, кочиш слен. Московское кошачье международное соревнование. Да, Кузьму вместе с Сарой, да, то есть Сару поставили в скобки, потому что она финка, она человек. То есть Кузьму вместе с Сарой позвали на международный конкурс кошек в Москву. Угу. И еще одно предложение, да, еще одно предложение, потому что здесь не было глагола. Кузьма вордичконе жит вуем шоркаре но вирнуле чукна дорас вир жм. Вирджем. Да, вирджем. Вирджем. Тоже мой. Угу, переводим. Кузьма Вуны.
Прибывать, прибыл. Я сначала подумал от дня рождения, потом понял, в чем прикол. А вордишкон – это понедельник. Прибыл в понедельник. Нет, Джит утром. Вечером. Джит – это вечер. Вечером. отбыл. Нет, он прибыл. Гуны – это прибывать. А Шорха, почему вернуна чукна развырджем? то А там есть же еще, да. он в понедельник приехал в столицу. Шоркар – это серединный город, то есть столица. А в среду утром к себе домой уже отправился. Понятно. Вырджены – это тронуться. То есть лед тронулся, господа присяжные, это вот через глагол вырджены. Угу. Е вырджем, господаус. Да? То есть джит, чукна, запомните антонимы. Джит вечер, чукна утром, дорат к себе домой, вырджены отправиться. Недолго он там был-то вообще. Ну, короткий конкурс, да. Угу. Так, Надя. Одієм солон одик нунал гіневелем. Еще одно предложение. Лучше. Ага. Аэропортыш метрополь кунокае мынем. Тоже мой берег тишком. Вот в это я сомневаюсь. Ну, таким образом, у него выпал один день, наверное, да? У него был один день. Да, Ожиен. Был, который это... в Москве он провел. Да, Ожиен таким образом. В аэропорту Так, из аэропорта он пошел в гостиницу «Метрополь». Ну, скорее поехал. Пошел поехал. пешком. Да, из аэропорта поехал в «Метрополь». Да, в гостиницу «Метрополь». Куно-куа – это гостиница. Мыныны – это у нас глагол, базовый глагол движения. Он может и ехать, и плыть, и вообще любое движение. Умой. Марк. Кунокуа мусколен шораз ик интияшкемын. Гостиница находится в центре Москвы. Да, здесь я прокомментирую. Значит, шораз, это мы с вами не смотрели, это где с лично притяжательным суффиксом шорын посередине, а шораз в его середине. Интияшкемын от глагола интияшкны размещаться. Это у нас причастие размещен. Да? Угу. Еще Марко или даже кытыш вуиде юам портье ишкарыш верам Кузьма. Откуда прибыл? Из Ижевска. Откуда вы прибыли, да? Вы прибыли из Ижевска, да, спросил портье. Юам. Да, Кузьма ответил, сказал, из Ижевска. Да, видите, тут почему у нас, мы не были рядом с Кузьмой, мы не Сара даже, вот поэтому у нас неочевидное прошедшее время, потому что идет пересказ истории, но между собой они общаются в очевидной форме, потому что стоят друг против друга, видят друг друга. Откуда вы прибыли? Да, то есть было бы очень странно, откуда вы прибыли, оказывается. Наверное. Это очень странный был бы вопрос, не понимаю, спрашивать. Наверное, портье же не видел, откуда он прибыл. Нет, ну, все равно. Он же видит, что он уже прибыл. Ой. Реальность. Тёма. Номер слэш уштон зе баштыса. То отпит бэм уштурес берем. Берем. Угу. Баштыса, подсказываю, баштыны это брать, да, у тебя уже сегодня был этот глагол. Баштыса беря, то есть это деепричастие образа действия. Каким образом? Взяв, тут можно перевести, потому что глагол в прошедшем времени, значит, идея причастия будет в прошедшем времени переводиться. Взяв что? Смотрим, что он взял. Номер. Ключ. Ключ. Уштыны, да, глагол уштыны открывать, отсюда образовалось слово уштон, ключ. Улыны жить, улон жизнь. И так далее. Угу. Взял номер, значит? Да, взяв ключи от своего номера, номер, да, это номер комната, номерез его комната, лэш это у нас падежный суффикс, потому что слово уштон
стоит в аккузативе. И вот было бы номерез лен уштонез, да? Вот вспоминайте, я сейчас в чат напишу. Номерез лен уштонез. Это ключ номера. Это номинатив, да, начальная форма. Когда слово уштонез встает в падеж в аккузатив, уштонзе, да, это у нас аккузатив с личным притяжательным, то у нас автоматически вот этот номерез лен становится номерез лещ. Ой. И что он взяв ключи от номера, то быны это подниматься. Тёма? Да, я здесь. Ну, потом он пошел подниматься в номер. Да, и туда поднялся. Кущурез бере. Бере после длинной дороги. Угу. Угу. А давайте я, вот пока вы не читаете, тот, кто не читает, выключайте микрофон, потому что очень много каких-то шумов, очень тяжело говорить. Угу. Выключайте микрофон, пока вы не говорите. Сейчас вот Маша. А, кстати, вот тут речь идет все только о Кузьме, и он один, а не они вместе с хозяйкой, да? Ну, я посчитала, что да, что одни. Хотя можно было бы, да, сделать, что они вдвоем. Угу. Да, давай. Эжитак шутецкем собере джице щичкины ресторане вашкем. Угу. Он мало отдохнул, а потом... Немного отдохнул. Немного отдохнул, а потом спустился поесть в ресторан. Правильно. Угу. Шанет. Оля. Вопрос еще какой-то, да? Я не нашла, сейчас посмотрела, что такое джитсе. Джитсе, да, это, можно сказать, устойчивое выражение. Джитсе щичканы. Как бы поесть вечернего, поесть вечера. Понятно. Причем его вечера, потому что джитсе это аккузатив с личным притяжательным суффиксом. Но это вот устойчивое выражение чукназы щичканы. Завтра. Так тоже говорят. Да? Мой, Оля. Так, ресторан отынек нырышсети этажен вылем. Чукна ваш султем. Миштышке. Ну все, да, вот это вот чукна султем. Достаточно? Ну, ресторан тоже надо перевести. Нет, перевести надо, чтобы... Ресторан на первом же этаже был. Угу. Там же на первом этаже был. Угу. Дальше переводим. Утром Ваш, не знаю, что такое, встал. Рано, Ваш, рано, бер, поздно. Утром рано встал. Все. А дальше я могу тоже прочитать. Ну, давай прочитаем, да. Так, миштышке, шишке, тысячке, ажит колго шиса потем. Так, умылся, покушал, оделся и что-то сделал и вышел. Что-то сказал? Говоря, ну или мол, немного погуляю. Калганы – это гулять. Шуса здесь можно перевести как деепричастие от глагола шуны, говоря. То есть и со словами немного погуляю, вышел. Да. Это частая конструкция, мол, что вот шуса, которая обозначает, как бы раскрывает нам, с какой целью. Говоря. Да, говоря. Умой,
Оля учит. Артем Снегирев. Еще раз зонтик, баштем, малы ке шуано куазез, эскир сьез, коня ке зороз шуйса и вортем. Ага, их много. чё? Эскерищес, их много. Черный зонтик купил. Не-не-не, надо, как будет правильная форма. Экспертов этих, как это, синоптиков много. То есть... и... много. Да, и вортилямазы. Шонер, ага. Итак, вверх тычком. Да, черный зонтик купил. Нет, не щет, взял вчера как-то. с собой. С собой. Еще раз это с собой. С собой. А черный как будет? Щет. Щет. Щет, да. Да, близко. Ну да, в памяти так отложилось. Да. Взяв зонтик с собой, синоптики говорят, что будет дождь. Да, смысл правильный. Да, если разбирать грамматически, он взял с собой зонтик, потому что малый кешоно, так как потому что синоптики, куажес эскерищес, это буквально проверяющие погоду, немного коньяке, заросшую сай вортиля, потому что синоптики сообщили, и вор, это новость, сообщили, что немного пойдет дождь. Что будет небольшой дождь. Умой, Надя. Ой, я включилась. Да. Пидин ветлем, мусколен шор урем йостис, пертем туж дуно магазин йосты. Вот тут у меня проблема. Что-то я тут запуталась. Пыралем? Тут вот, да, глагол такой хитрый, вроде тут и Илья есть, но нет. Пыралляны – это многократно, много раз заходил. Ходил туда-сюда, да? Ага. Да, то есть тебе надо основу пыралля, работать с основой пыралля. И это третье лицо единственное число. Пыралляме? Пыраллям. Пыраллям. Я так и записала. Пыраллям. Ага, пыраллям. Угу. Пыраллям, ну, на ЖЗ Макдональдсын Шишкем. Угу. Пешком он ходил по улицам Москвы. Так, в очень дорогие магазины заходил и вечером покушал в Макдональдсе. Днем. Ну, на ЖЗ, видите, у нас будет днем? на ЖЗ, на ЖЗ, обеды. Угу. ПРТМ это разные, да. И... пообедал. Ну, получается, днем зашел в Макдональдс. Марк. Забере доски часли соми нам Російш аджтон центре, один кочиш яслен чошкати сконзи, арчини кулевлем. Потом он к 12 часам пришел в российский этот самый центр какой-то. Аджитон, это ж видеть? Выставочный. Выставить, да, на ВДНХ точно, ВВЦ, да, на ВВЦ, где начиналось соревнование, где должно было начаться соревнование кошек. Да, правильно. Орчины куле вылем, да, вот эта форма орчины куле должен пройти. Вы можете из нее сделать прошедшую форму, добавив вал или вылем. Поскольку у нас здесь все через неочевидное прошедшее, поэтому здесь тоже вылем. Орчины куле вал должен был пройти, если бы мы были точно знали эту информацию, были свидетелями, очевидцами. Умой. Тёма. Конкурс это трос пертем куньосис кочешьёс пыришкем. Пыришкем это один код, а здесь у нас Илья приходит, потому что ты и соус форма много. Пыришкилям. Пыришкилям, шонер, да, вверх пешком переводим. На конкурсе очень много
Пыришканы – это принимать участие. Да, в конкурсе принимало участие очень много разных кошек. Да, транспортем кун йосыш из разных стран. Кун – это страна, кун йосыш из стран. Ну, международный, наверное. Да. Умой. Маша. Озикено, ашме кузьмамы ассе туж умоен возьматышкем. Но сто Он чушат... один, он себя показал. Он один, он – это третье лицо единственного числа. Возьматем. Но Возьматем. со чушацконио сын кекети интие потем. Кузьма очень хорошо выступил, и он занял на соревновании 2 место. Да, если буквально ожикено, несмотря на это, хотя и так, наш Кузьма себя очень хорошо показал. Ассе тоже моен возьматем, себя очень хорошо показал. Да? Ассе это что значит? Себя. Угу. И вышел на 2 место, да, если буквально переводить. Умой, Оля. Оля. У нее микрофон выключен. Да, на ходу буду придумывать, потому что я не сделала. Еще Нормально. раз дальше. Дальше я не сделала, да, до конца. Давай. Еще раз фотоаппаратес влем туштрос пуспуктемьос. Это, я понимаю, что они, да? Нет, он сделал много это их. фотографий. Он сделал много фотографий. Он все-таки, да? Лештиль. Что мы делаем? У нас глагол перед глазами. Лештилыны. Мы отсекаем ины, потому что это первый тип глагола, и добавляем нужный нам суффикс. Здесь речь Лештем, да? Лештем? Ну, лештем он сделал, да, так тоже правильно. А здесь они добавили еще многократный суффикс ле. Лештилем. Да. Лештилем. Да, да. То есть тут надо смотреть с конца отсекать и получать основу, отсекая от конца в первом типе глаголов ины, во втором типе глаголов аны, яны. Отсекаем только ны там. То есть, как мы переведем? Еще раз фотоаппарат СВМ. Еще раз это... У него. Его? Еще раз, да, буквально с собой, да. С собой фотоаппарат был. И очень много фотографий сделал. Да. Умой. Оля. Артем с нее. Горд Карлудетти, но калтыртем мукет турьёсын чош тунцеко экскурсие пырищем. Бердичко. Горд Карлуд подсказывает, это Красная площадь. Кар – это город, луд – это поле. Ну, наверное, погуляв по Красной площади, походив. Да, калтыртыны немножко с таким негативным оттенком шлялся. Да, пошлялся по Красной площади. Ну, опять же, да, то есть недословно, и там на туристическую экскурсию зашел. Пыришканы принимать участие, да, пырыны заходить, а пыришканы участвовать уже. То есть с другими туристами, мукет это другие, вместе с другими туристами принял участие в интересной экскурсии. Умой, Тау, Надя. Кинлешке но клем
Третьяков нимо галерея ин, виль аджитон устышкем шуйса, очино пурано каришкем. Угу. Пурано Да, правильно? коричкем. Да, да. Угу. Кинлешке клэм, да, от кого-то услышал, что в Третьяковской галерее новая выставка проходит. Открылась, да, Уштишкем открылась. И туда тоже очень пурано каришкем. Ну и туда тоже зашел, получается. Да, здесь такое, смотрите, пурано каришкем. Заходителем стал. Посетителем стал, да. Угу. Решил зайти. Пурано каришкем. Мон пурано каришки. Я решила зайти. То есть это такая форма грамматическая. Карены вроде бы делать, но здесь оно используется значение решиться. Угу. Умой, Надя, Марк. Ну, сколеш мутус сощораз евел баштем, малике шоно, сотек нотуже канилен шеттилем ванзе, мае учалем. Да? Угу. Окей. Значит, у него не было с собой, он не взял с собой карту Москвы. Правильно. Потому что без нее то очень удобно это самое все найти, что-то так, какая-то логика странная. Да, потому что и без нее удобно все найти. Он да, легко если находил... все найти, что искал, да? Да. Он находил с легкостью все, что искал. Угу. Они легкие именно не по весу, да, а именно по сложности. Угу. Умой. Так, Тёма. Акпол гине милиционер леч юам кыжи ВДНХЕ умойдес манены луос шуйса. Вообще. Однажды спросил милиционер, как лучше пройти на ВДНХ. Да. Угу. Как лучше проехать на ВДНХ. Умой. Маша. Так. Лумбыт кальтыртем Кузьма Шоркарти. Угу. Пыдьосыз, но жадем. Пыдьосыз. Здесь надо смотреть, что его ноги устали. Жадилямзы. Шоне. Жумыса. Он. Вуэм. Угу. Вуэм кунокуящ. Кунокуаяс. Кунокуаяс. Он слонялся весь день. Правильно. Ноги по городу, да? Шоркарти по городу. Угу. Устали ноги. Да. И жуммыса, жуммыны — это обессилить. Хорошее слово именно про усталость. Куно куаяс. Куно — это гость, а куаяс... Дом. Куа — это гостиница, а куно куаяс в свою гостиницу. Обессилев, пришел в гостиницу. Да. Угу. И Оля, верхумец, предложение последнее. Так, последнее. Да. Но со помещен чика эвел. Так. Но со помещен чик жалям теес. Да, можно так сказать, да. Чик жалям те. Нунал куспын туш трос выльзе аджем уго. Шонер. Угу. Берег тычком и переводим. Но он Сопомощен по этому... Не пожалел. Да, не пожалел, совершенно не пожалел. Чик совершенно.
что помыщен по этому поводу. То есть то, что он устал, гулял, он совершенно не пожалел. Не пожалел. Так, нунал это у нас день, да, куспын? В течение, здесь нунал куспын используется в значении в течение дня. В течение дня он так очень много чего-то увидел, всего Нового. увидел. Очень много нового. Очень много нового увидел. Как? Увидел как? Ведь. Увидел ведь. Да. Уго это ведь так, как, то есть объясняет. А я подумала, что это как. Увидел как. Ага. Тоже мой тау. Вообще у нас еще 115 диалоги. Давайте посмотрим, кстати. Мой. Так, давайте посмотрим диалоги, кстати. Да, смотрим. Так. Вачеверашкун йос. Давайте, Артем и Надя, читайте, пожалуйста. Так, Толон джит лыджиш кыса пуки но чик эй шеды кыжи пукон интыям ик уме ущишкем. Угу. Надя. А я пропустила, где? У меня зависло, я не поняла, что... 115 страница диалоги. Ага. Укыр трос уже медр, но жадимет. Моне ножи кудря луэле. Угу. Берег тычком переводим. Вечером так, читать, писать, это читая, где причастие, читая, пуки, но чик, вот это не знаю, пуки и чик. Пуканы. Сидел, да, пуканы сидел. Да, шадыны чувствовать, здесь чик совершенно не почувствовал. Вчера вечером читая, сидя, совершенно не почувствовал, что стул, поверхность стула. На стуле. На поверхности стула уснул. Тут пукон интиям, типа, пока сидел, или прям на стуле, умеущины. Это уснул. Да. То есть вчера сидел, читая, и совершенно не почувствовал, как прям сидя уснул. Можно так перевести. Да, Надя, твоя часть. Угу. Ты, наверное, вчера много работал, и поэтому устал. У меня тоже такое случается. Да, моненно жику дряловы, со мной такое тоже бывает, случается. Умой. То есть здесь, видите, умеущишке, я уснул, оказывается. Пуканы, да, здесь очевидная форма прошедшего времени, потому что он это осознанно делал и не почувствовал, как бы тоже осознанно, вот, а то, что он уснул, он не понял сразу. Вот, и ты, наверное, много работал, да, то есть вот такое предположение, сомнение. Слишком. Укр это совершенно... слишком много получается, да? Укр трос слишком много. Да, я не была очевидцем его работы, я не присутствовала рядом с ним, то есть я некоторые сомнения, предположения делаю, что ты, наверное, много работал, да? Вот в таком случае мы тоже употребляем неочевидную форму прошедшего времени. Умой Марк, но Тёма. Малы талон до рамку на е эдветлы. Acit edvera лыктоношуется. Кыжиожи, велверешкем шат, вожден вайчил, как вон тышкемук. Вот в первом предложении... Почему ты вчера не пришел ко мне в гости? Да, ветвы, тут я бы сказала, что это неправильное употребление, потому что ветвуны это многократно. Если бы я спрашивала, почему ты ко мне не пришел, какой глагол? Мыны. Лыкты. Лыкты, да. Да, мыныны это идти к кому-то, да, а лыктыны это приходить. В следующем предложении как раз этот глагол. Да. Тёма? Я что-то не понял, как здесь переводится. Но, по-моему, он говорит, что... Нет, ты сам не сказал.
Двераук, ты же сам не сказал, это очевидное прошедшее, ты же сам не сказал, что надо прийти. Шуса переводится в придаточных «что». Лыктоно надо прийти. Дальше, да. Как так? Совсем не сказал, извини. Как так, не сказал же, разве? Извини, совсем забыл. Шат – это тоже вводное слово «разве», да, то есть неужели. Был верашкем шат, разве неужели я не сказал? Совсем забыл. Да, совсем чул, как полностью, совершенно забыл же. Мой Маша, но Оля. Учки ай, тулис новуем і ні леща. Чікно ейшеди. Зем пучуосно уштишкілям і ні шундино золгес шунтини куцкем леща. Послушай, кажется, весна уже пришла. Ну да. Да. Чикно ейшеды. Ты даже не почувствовал? Да, совсем не почувствовала. Учкай, да, это, если буквально, то это посмотри-ка. Да, но по значению послушай тоже может быть. Слушай, послушай. Зем это как типа хорошо или правда? Да? Правда, действительно. Пучуос не знаю, уж тышкелям знаю, уже открылась. Да, верба пучи. Если я скажу верба пучи, может быть, будет легче. Верба распустилась уже. Почки. Почки распустились уже, солнце стало сильней греть. Да, вроде. Шуны тепло, шунтуны греть. Тоже мой. Манечко Мажань. Артем, но Надя. Возьмате конспект ее стес. Мон вунетишкем лештини. Ножка тын гурте ужды. Соє мон лешти, но дурекл тишкем. Нож малый зачет уждес эт гаштале. Кыжи ожей эй гошты, мон гошты валсоє. Ты кычики эшты дидер ужмя. Такой разговор профессора со студентом. Я студент. Возьмите конспект. Покажите. Возьматыны показывают. Покажите ваши конспекты. Конспект ёс тест. Тест указывает, что ваши. А я, оказывается, забыла их сделать. Да. И где домашние задания? Да, где ваши домашние задания? Ды, да, ды. Его я сделала, но дома, оказывается, оставила. Да, видите, тут как бы я четко уверена или делаю вид, что я уверена, что я его сделала, но оказывается забыла дома. Как бы надо Врышь такая. Да. Зачетную работу не сделали. Писать, да? От Гоштела не написали. А почему вы не написали свою зачетную работу, вашу зачетную работу? Да, то есть это уверенно профессор говорит, у него есть доказательства, там, факты. Как так не написала? Я ее написала. Вот как раз Валсое, это этот пастерщик, да, тут? Да, Гошти Валсое, потому что мы вот в одной точке и обсуждаем давнюю точку. Я написала ее давно, видимо. Вы куда-то ее потеряли, наверное, мою работу. Да. Ветреное создание. Так, Марк. Прошу мою роль не комментировать. Я ж не тебя комментирую. Марк.
Мак. Я. Да. Клида, Кузьма, Шир, Кутылонья, Чошаткон-Юн, Кекетин, Тие, Потемшуса. Угу. И Тёма? Земзе, Нырыште, Кылычко, Кыжи, то Ажиб Пыгатем. Угу. Ну, на лыбыде, быгатон лык, йосе, волятыны, тыршем лыща. Угу. Мой. Вера Птичком переводим. Да, что-то да. Ты слышал, что Кузьма в международном мышином соревновании 2-е место занял? Да, если буквально Шир Кутылонья по поимке мышей, По кутыны поимке мышей, хватать, да, да? точно. То есть в конкурсе по поимке мышей Занял вышел, 2-е место. да, ну или если буквально вышел по тыны, да, на Да, место. вышел на 2-е место. Да. Угу. Тёма? Серьезно? Впервые слышу, как он так смог. Да. Так. Угу. Целый день свое мастерство шлифовал. Наверное. Ну, на лыбыде. Если бы было весь день, то это было бы лумбыд. А здесь быде. Ну, на лыбыде, а лыбыде, то есть лыбыде, помните, это каждый. Каждый день, да, шлифовал свое мастерство. Да, волятыны шлифовать, оттачивать. Оттачивал? Оттачивал, да. Старался оттачивать, наверное, свои возможности, умения. Богатыны глагол, да, уметь, мочь. Богатон, лык, как бы его умение, возможность. Умой. Маша на Оля. Мусое, шо ок полчупатке, мон вань даурлыты надло. Очень боже. Ой, туж бадьем тау, полтыса и пирамидлы. Угу. Милый, еще раз поцелуешь, я тебя, а что сделаю до урлы, не знаю. Даур это догадайся. век. На весь век ты надло. А, твоя буду на весь век? Да. Ой. Шантажист. Боже мой. Как мило. Ну, а что милая отвечает? Ашпалтыны, вот я не знаю, что это. Ашпалтыны, ашпал это впереди, да? То есть ашпал тыса, опередив. Спасибо. Тут как бы дословно и сложно перевести. Спасибо, что заранее предупредила. Вот в таком случае. Боже, я так прочитала, как будто я думала, что она его треснет на самом деле. Она тут так агрессивно прочитала. Я думала, что она против была поцелуя. Как раз он был против, да. Да, он против. То есть Спасибо, он говорит, что заранее спасибо, предупредила. что предупредила, да, не буду делать. Угу. Умой Артем и Надя. Угу. Доктор Юрте нылыным маке но умойтем. Щин йосыз ялан пыль кишкемын. Дугды лытек пальпоте. Ти солеш юрши понецке кеняке лябомете бамкуэс индеес пукшос. Пунеце, да? Умой. Вверх птичком переводим. Ну, доктор... Юрте. Помогите. Юртаменым. Да. Да. Ныл, девочка. Нылын Моя. с моей дочкой. Да, с моей дочкой что-то не так. Да. Глаз... Пыльки мын выпучены. Глаза выпучены. Да, ее глаза все время, Ялан, это котику постоянно, все время глаза выпучены. Альфотыны – это улыбаться, дугдылыны – останавливаться. Поэтому что получается?
Но она не останавливается, улыбаясь. Да, она улыбается без остановки. Да? То есть, доктор, помогите с моей дочкой, что-то не так. У нее глаза выпучены, и она все время улыбается. На это что доктор отвечает, Надя? Пунеце это что-то с волосами, это когда их Пунены это хвостик? заплетать, Косички. пунены это заплетать, поэтому пунет это косичка, а пунеце ее косичку. Вы ее косичку немного ослабьте. Да. И у нее... Бабы. А куэс это губы, куэс это что такое? Ку Кожа. это кожа. Бам это лицо, ку это Ну и кожа. получается, у нее лицо на место встанет. Да, кожа лица, кожа щек на место сядет, да, если буквально. Интияс пукщет. Вернется на место. Угу. Бедная девочка. Да, Господи, кошмар какой. Ну, это такое очень известное аниме. Классная Так, диалоги. ага, мы на Майжань. Ну что, давайте идем дальше. Значит, сейчас мы... Ой, добавить файл не надо. Сейчас мне надо расширить с вами экран. Вспомним мы с вами историю с прошлого урока. Клем рокыш мадёсес тодевайомы. Там муж дуренчи. Инмар. Майцы шарыш. Ну, инмар шарыш бен. Так, туда дуваем. Так, видите, да? Адишкоде, Да. видите мой экран? Нет, не видите? Видим. Видим. Ген. Так, ой, Жен, ой, давай куцком. Ну что, давайте попробуем рассказать. Значит, попробуем восстановить историю. Все же были на прошлом уроке. А какая это страница? Нашел. Да, это страница 168, но я на экране тоже выставила. Значит, Ожен Куцком. Марк, Куцка, пожалуйста. Марк, начните, пожалуйста. Постарайтесь, не надо мне зачитывать слова, да, попробуйте своими словами эту историю описать. Да, попробуем. Давайте мы можем попробовать по-русски сначала сделать как бы основной каркас, то есть, чтобы вам напомнить, да. Тёма, ты помнишь, что было в истории по-русски пока? По-русски, да, помню. Да, давай по-русски скажи мне, что было в истории. Богу Инмару стало скучно, и он решил спуститься на землю, посмотреть, как там люди живут. Да. И не только люди, другие обитатели. Угу. И сначала он зашел в гости к шмелю, начал выпрашивать у него мед, а шмель отказал ему. Угу. Вот, и тогда он не дал ему мед. Угу. Тогда Инмар проклял шмеля, сказал, чтобы он всегда мало меда приносил, чтобы хватало только шмелю. Потом после шмеля он пошел к косе, тоже начал выпрашивать мед у осы. Оса тоже зажадничала и не стала делиться. Инмар и ее проклял. И потом пошел к селе, а пчела оказалась верующей и поделилась с ним медом. И тогда Инмар сказал, что у нее все будет классно и будет много меда. Да, супер. Так, ну что, давайте попробуем вот эту историю теперь удмурчамен. Марк, Куцка, пожалуйста. Да. Ну, давай я попробую, да. Одик пол инмарлен мужьем вылын улище сыз тодемез поте. Потем, да? Он захотел. Да, мы тодемез сейчас будем поте. потем. Со инмар инбамыш вашкиз, но музьеме мниз. Или вашкем, то есть инмар инбамыз вашкем, но мужеме мнем.
Угу. Так, Или смотрите. мы нам, наверное. Да, Мы вот нет, мы давайте всё правильно. договоримся. У нас будет неочевидная прошедшая форма. Это То есть первое. инбамыш вашкем, но мужьеме мным. Ну, пошел на землю, здесь вот он спустился с неба на землю, скажет Удмурт. То есть скажите так, он с неба на землю спустился. Со инбамыш мужьеме вашкем. Музьем было на А землю. мужьем было вашкем. Угу. Умой Тёма. А что говорить? Ну, Пересказывать. Мурчамен, весь текст. Сначала он пошел к шмелю. Вот. Вот. То, что ты нам рассказывал по-русски, надо теперь по-удмуртски. Удмуртчамен табере. И все в неочевидной прошедшей форме. Мгм. И постарайся не из текста даже брать слова, а постарайся сам восстанавливать историю, используя свои слова, которые ты знаешь. Да я так сходу не придумаю сейчас так. Давай мы тебе, вот смотри, русское предложение даю тебе. Сначала он пошел к шмелю. Да, смотри, какие слова ты знаешь. Сначала нырыщик, да, нырыщик. Да, Глагол «и» ты знаешь, из него надо сделать неочевидную форму, и к шмелю тоже теоретически знаешь. так. Нырищи, то мынем майцы. Как-то так. Майсы, и надо сказать «к» майсы, то есть «к», вот это слово «к» после «лог» в удмуртском языке. Дары. Майсы доры. Угу. Майцы дары, да. И маркарем, и что он сделал? Инмар маркарем. А как будет попросил? Курыны. Курыны. Инмар Курыны. курем. Курем чечиет. Или чечи. Чечи. Чечи это мед, а здесь его мед. То есть его мед у нас будет чечиес. Да? Угу. Чечиес это его мед. А нам надо вот его мед поставить в аккузатив. Как будет? Номерезлеш уштонзе. Было уштонез, стало уштонзе. Было чечиес, стало чечи... Зе. Мак, терпение. Чечизе. Угу. Ага. И глагол курыны просить. Да? То есть вот его запомните, потому что его можно будет во всем тексте использовать, потому что Бог у всех просил меда. Угу. Умой. Мы начнем Майжвань, идем дальше. Маша. То есть у шмеля попросили мед, реакция шмеля. Майсы шуем мар джит чечие звал. Еще раз. Майсы. Майсы шуем мар оджит чечие звал. Мар, вот здесь что ты хочешь сказать, что у него мало меда? Угу. Угу. Что союз, да, вот который, это у нас шуиса. Предложение, вот сегодня уже как раз были такие конструкции. Угу. Майсы шуэм, что у него мало меда. Угу. Майсы шуэм оджит чечие звал шуиса. Майсы шуэм солен чечиес жит шуса. Солен вода. А это нормально, что и шуэм, и шуиса в одном предложении? Да, это нормально. Или может тогда... Ну, можно другой глагол. Майсы верам. Угу. Майсы важем ответил. Угу. Как бы вариантов много. Главное сейчас вам даже не столько
подбирать слова, да, там вот это, ой, боже, это ж тавтология. Вам главное начать говорить. Это строить фразы. Потом уже навык приходит вот это, от волятыны, да, отшлифовать, отточить. Умой, манишко майзвань. Так, Оля. Имар караминмар. Инмар, майсы, каргам, да? Да, только у нас майсы конкретный персонаж, поэтому аккузатив должен быть суффиксальный. Майсылен. Майсылен. Нет, майсылен это родительный падеж. Суффикс аккузатива у нас эз, ез, из. Майсыз. Майсиес. Инмар майсиес каргам. Каргам. Сошуэм. Пусть у тебя, надо сказать, да? Это мы тоже грамматику Медас. Медас. Тынат. Чечиес. Не будет. Уг. Пусть не будет много. Медас трос. Не будет. Трос. Лу. Трослу. А мне все хочется эвел сказать. Эвел. Ну, здесь конструкция такая повелительная, как бы. Медас, лу, пусть не будет. И сейчас я. Медлос, да? Медлос пусть будет. То есть можно как сказать? Медлос пусть будет. Можно сказать чечиет ичи медлос. Или чечиет жит медлос. Чечиес жит медлос. А если отрицательное, это медамлоз? Медамлу или медазлу. Медаз. Чечиес. Ну, тут он как бы не ему в лицо говорил, поэтому пусть у него, да, мы скажем, наверное, чечиес трос медазлу. Медазлу. Либо через отрицание пусть не будет много, либо через утверждение пусть будет мало. Чечес жит медлос. Либо отрицание медазву, либо медлос повелительное такое, утвердительное. Умой, Оля Вераз, Артем Снегирев. Затем он пошел к осе. Да. Со, дурынчи, дуры, мы нем. Собере, потом. Собере. Ну, у него везде, со всеми у него сценарий один и тот же. То есть он идет и просит меда. То есть твоя задача сейчас тоже сказать, потом он идет к осе и просит меда. Со, дуринчи, ес, чечи, шу, эм. Так, смотрим. Просить это курыны. Курем, да. Курем. Будет лещ. То есть у кого попросил, это будет вот суффиксом лещ. И мед будет его, то есть чечизе. Это аккузатив. Да. Ок. Давай. Со, дурынчи, лещ, чечизе, курем. Тоже мой. Надя. Так, а теперь тоже нужно сказать, что оса тоже обманула, сказала нету. Да. Дуринчино верам чечиес эвелшуиса. Тоже мой. Вот ты хотела сказать глагол обмануть.
да? Да, я не знаю, что-то там. Есть, вот, кстати, вот у нас эти глаголы. Эрекчаны, паяны, алданы. Вот твои скажут алданы. алданы. Да, ой, алданы легкий, да. Дуринчи инмарзе алдас, чечиез велшуиса. Только мы делаем неочевидную прошедшую форму. Теоретически можно сказать своего инмара, да, ты как сказала, инмарзе, как бы своего бога обманула, но так-то было бы просто вот так аккузатив, да, что не его бог, а просто инмарес. Инмарес, дуринчи инмарес алдам, чечиез велшуиса. Да, а попробуй сказать, что у него, то есть, что обманула, что у меня ничего нет. Менам немирно эвел? Да, вот здесь вот я тебе показываю уже подсказку. Менам номерино эвел шуса. Немирино эвел шуса. Да, то есть мы можем сказать, что паям, да, или алдам чечие велшуса, или паям номерино велшуса. То есть можем заменить чечи и ничего. У меня нет меда, у меня нет ничего. У мой Марк. Инмар дуринчили верам, велке эвел медлоз. Нож сое каргам, номерид ик медазло. Медазлу. Медамлу. Номерид ик медамлу. Меда, как? Можно и медам, и медаз. Номерид ик медазлу. У мой. Велке, велик медлос. Чуть-чуть интонацию надо. Велик медлос, да. Если нет, пусть нет и будет. Ну, в смысле, пусть и не будет. Да? Велке, велик медлос. Да. Такая хитрая немножко конструкция. У мой Тёма. Собери, инмар. А можно сказать через кошкичко глагол? Кошки. Да, можно, здесь можно. Собери, инмар, кошкем, мушьёздары. Кошкем только, ко. О, там где о, там у нас о в удмуртском. Да, кошкем. Кошкем дары мушьёздары, но как там? Но курем чечи. Да, и попросил их меда. Как будет? И попросил их меда. Как будет их мед в номинативе? Давай начнем с этого. То есть чечи это мед. Их мед. Как будет? Чечи. Их мед как будет? Соус чечи. Нет. Сос это они, чечи это мед, они никак не связаны. То есть нам надо между ними поставить суффиксы, падежные окончания, чтобы показать их отношения между собой. Есть соус и есть мед. Да, мы можем разные падежные суффиксы поставить. Сослы чечи и мед. Сослы чечизес. Сослы чечиес. Чечизес. Да? Да, точно. То есть у нас было чечизы, это их мед, а в аккузативе стал чечизес. Было чечиез его мед, а их мед, его мед в аккузативе чечизе. Ес переходит в зе. Здесь зы переходит в зес. То есть сослышь чечизес курем. У мой. Маша. У тебя опять сейчас ответ будет. Давайте я немножко Оля, давай сейчас ответить, потом Маша. Так, а я потеряла нить. То есть он попросил у пчелы мед. Да. Она еще ничего не ответила, да?
Да, Да. она И еще за ничего пчелу. не ответила. Сейчас надо отвечать. Мгм. А, Так, сказать пчела, муж, инмарлыш, инмарлыш, Чему инмарлыш? Инмарлы? У Бога, инмарлы, мгм, Инмары, Богу. инмарлы, шуэ, А, мы нам, нет, так, мы нам трос чичиес вань, У меня много чечие меда. мы нам трос чичие вань, туш баджим тау шуэ, муж. Ой, я что-то Класса большое запуталась. спасибо. Да, хорошо. Оль, ты хорошо сказала, Запуталась. что... Да, туш трос чечие вань. Шуэ или шуам все-таки? Шуэ. Шуэм. Шуэм. Да, у Шуэм. нас обязательно шуэм. Мгм. И Маша, и что потом, как бы вот на этот ответ? Инмар шумхотем, но верам ке муж трос чечиез медлоз. Ага, тоже мой. Но верам мушлем трос чечиез медвоз. Мушлен. Угу. Тоже мой. Да, по-моему, все. Таубаджим, Валамон, понятно, да? Валамон. Валамон. Все поработали с текстом. Так, давайте табере боко язычком. Давайте теперь посмотрим боко. Все Да, посмотрели? вот там много мультик? слов незнакомых было. Или нет? Посмотрели. Да, только не- Посмотрели. Прикольный Посмотрели. мультик, но в Давайте- общих чертах понятно. Да, давайте пока попробуем не зацикливаться на словах, попробуем пересказать по картинке то, что вы видели, да? Вот, если кто не смотрел, сразу признавайтесь, потому что говорить о мультике, который не смотрели... Ну, там 3 серии, нам одну надо было смотреть. Да, я же только на одну отправила линк. Да. В следующий раз посмотрим вторую, если сегодня справимся хорошо. Итак, давайте попробуем остановить. Или можем сделать так, что мы сейчас еще раз посмотрим, чтобы в памяти освежить. В принципе, смотрели. Да. Не надо, да? Так, давайте... По картинкам, может. Или, может, на русском попробовать. Давайте попробуем сначала по-русски, да, может быть, так будет легче. Так, Артем, ты посмотрел мультик, что там было? Давай. Артем Снегирев. Да, я плохо понял, но как я понял, вот это каркакужо, мока, Да. бока. Боко и моко, их было два, да, боко, но моко. Да, насколько я помню, каркакужо жил в доме и говорит, что дом у него большой, все хорошо, говорить не с кем. Вот. Да, И тут правильно. идет Моко и плачет. Вот, что он плачет, я не понял. Он плакал, и его увидел Каркакужо, обрадовался, говорит, типа, айда ко мне жить. Правильно. Надя, а что дальше было? Ага. А тот плакал, потому что он без дома остался. Да, то есть у него было такое выражение, Коркате Кли остался без дома, да, вот у меня написано на слайде, что теперь его крыша — это небо над головой. Ой, вот это я пропустила, видимо. Ну, он пришел к нему жить, и он был, в общем, у них там был такой интересный диалог, я не знаю, правильно я поняла или нет, он предложил завязывать шнурки в обуви, чтобы люди падали. А этот сказал, что не надо так делать, вообще-то я типа хорошо себя веду, а проказничать не надо. Да, то есть вот этот Моко молодой, да, он был шаян такой, хулиган, баловник, Ертеманы. Вот Ертеманы любил проказничать, да, вот эти как раз слова как раз вот к этой части относятся. Боко говорит, что я уважаю своих хозяев, гажаны уважать.
Так, Марк, что потом случилось? Ну, дальше я не очень, кстати, понял ситуацию, как этот Моко и зачем оказался в холодильнике. И там замерз, оттуда его хозяин дома извлек, сказал, что ты заболеешь, начал его лечить, хотел горчишники поставить. Да. Прятки играли. Да, правильно. Вацкемен шудыны. То есть Моко ему все скучно было. Он молодой, у него кровь кипит, да? Вот. И он все тянет Боко играть. А Боко говорит, да ты что, у меня носки не штопаны. Да, носки не штопаны, точно. Вот. Да. И Моко в итоге говорит, ой, ну давай тогда хотя бы в прятки поиграем. Ой, да вацкемен шудом, да? И он прячется в холодильнике, не зная функционала холодильника, он говорит, батерлен катас, да, в животе этого богатыря. Почему там только все так непропорционально, ни для того, ни для другого, такие большие холодильники? Ну да. Только они домовята. Как будто они гномы какие-то. Только они домовята же. Ага, ну вот это я не понял, видите. Да, корка кужо. Смотрите, тут вот есть некоторые глаголы, которые вам помогут. То есть он играют в прятки, вацкемен шудыны, вацканы прятаться, да, то есть мы здесь можем сказать, где он спрятался. Учаны искать, то есть его ищет старый. Этот уже замерзает, в холодильнике находит, заболевает, другой его эмьяны лечить, вали сын кыльны лежать в постели. Ну тут Моко еще говорит, что он хочет эктыны шударящкны, да, танцевать, веселиться. Вот. И потом тут как раз, да, горчичник пухтыны. То есть потом Боко хочет его лечить уже по-серьезному, и этот начинает бояться уже, что придется это то делать, принимать пилюли всякие. Вот, и он говорит, что я больше не буду врать друзьям. Угу. Вот. Ну что, давайте попробуем теперь удмуртчамен. Удмуртчамен трудно. Ну, давайте попробуем. Слова-то мы эти не учили. Нет, ну вы попробуйте из тех слов, которые вы знаете, запаса своего словарного. Как бы не зная даже этих Марк, слов. вам ли жаловаться? Ну, конечно, а как же. Так, ну давай, Артем Снегирев, Куцком. Боко, Баджим, Корка, Одик, Ули. Угу. Значит, Коркан. смотрите, да, Коркан, где в доме. Да, Коркан, сейчас, да. Во-первых. Во-вторых, в одиночку будет огнас. Жил. Глагол улыны. Давайте делаем неочевидную прошедшую форму. Улищ. Ем. Он. Это третье лицо. Он. Улем. Угу. Боко. Паджим коркан огнас улем. Кинсо боко. Боко, Корка кужо. Угу. Да, можно добавить, что он в возрасте, да, как сказать, что он пожилой, старенький, домовой. Корка перещ, Корка кужо. Шагер. Да. Боко перещ, Корка кужо. Тоже мой. Надя. Так, а что мне надо сказать? Он про то, что он жил один дома, он сказал, да? Да. Теперь вот один раз там... Или он хотел, или ему было скучно. Ну, в общем... Ой, жену что-то он там еще, когда ложился спать, что-то он там еще говорил такое. Я потом что ему поговорить не с кем. Да, я потом вам вышлю расшифровку всю по-удмуртски всего текста. Вы потом еще раз посмотрите вместе с текстом. Сейчас нам старайтесь как бы пока не так к каждой фразе придираться, а общее сказать историю. Боко одик улизно. Огнас, в одиночку огнас. Огнас улизно.
Улем только. Давайте я очевидную прошедшую. Да. Ага. Боко огнать улем. И мозмем. Мозмем. Верашкем. А как сказать? Окино верашкем. Блин, а как сказать? Так, по-русски скажу. Он скучал, потому что не с кем ему было поговорить. Корка бадино, окинлечно богатым Некинен верашкины вал. А если вот я прямую речь хочу его сказать? Корка бадино, окино верашкины. Нет. Некинен верашкины эвел шуса. А он кому-то это говорит, разве? Да, сам себе. У него была там прямая речь, что, нет? Мне тоже показалось, что он говорил, но... Нет, он это говорил, но надо тогда какую-то вводную к прямой речи. Боко, огнат улем, мозмем, корка бадино, некинемно верашкины богатыш пошуса. И как это сделать? Там видно, что прямая речь? Там прямая речь. Да, ну смотри, даже если по-русски. Боко жил в большом доме, ему было скучно. Дальше не с кем поговорить. Ну, ты даже в русском языке не знаешь, что это прямая речь или не прямая речь. Он думал, что дом большой, но поговорить не с кем. То есть вот этой нету вводной части. Он думал, он сказал, он решил и так далее. Так, а как сказать? Малпаса. Со мозмем, корка баджим, но верашникинем. Ладно, не буду я так, как ты сказала. Смотри, давай проще, да? Ему было скучно, потому что не с кем было разговаривать. Тут подскажу, солы мазмытвал, ему было скучно. Тут как бы мазмем это один раз, а тут ему надо длительность показать. Ему было скучно. Солы мазмытвал. Было мало кешоно. Мало кешоно. Это потому что, да, мало кешоно. Некинен верашкины вал. Да, вот, все. Падим коркаен. Падим коркан в большом доме. Падим коркан. Солы бачим коркан, некинен верашкины вал. Умой, мар. Ага, ну, та жиклин мукет коркакужо вал. Велем. Мукет коркакужо велем. Соин нимыз моко, соин нимыз моко, со игит велем, нож коркатек лем. Солен нимыз, тоже мой. Солен ними моко, со игит велем, нож одикпол, коркатек лем. Тоже мой. Тёма. Так, а на чем мы остановились? То есть вот появился моко, молодой как ужо. Вот. И шаян был ему. Да, баловник. Вот. И он подходит к дому, и его старик приглашает к себе жить. То есть можно сказать, подсказывать, да, Боко увидел Моко и позвал его жить к себе в дом. Боко, одем, Моко. А, Моко кого? Увидел кого? Имя собственное, живой, конкретный объект, поэтому аккузатив специальный. Моко ес аджем. Да, вот обязательно ес. Когда я увидел человека или существо конкретное, моко ес аджем, но да, звать сегодня тоже был, пригласили кота.
Этины звать, приглашать. Но тем или нет. Но этины. Тем, как правильно, тем, но тем. А улыбку тогда тоже? Вместе жить или к себе жить, как будет? Тоже сегодня было к себе домой, как было? Он уехал к себе домой в среду. До раз улыны тем. Просто улыны. Угу. До раз улыны тем. Он позвал к себе домой жить. Угу. Угу. Так, давай, у тебя еще одно предложение. Мокое зачемно до раз улыны тем. А что они дальше делали? Ну, Мокой хотел проказничать. Тут надо бы, конечно, по-хорошему конструкцию такую. Боко хотелось проказничать. А Боко разве не старый? Ой, Моко хотел проказничать. Или... Боко тоже может старый проказник. Наверное, да. Носки зашьет и будет проказничать. Смотри, да, и все смотрите. Значит, конструкция. Моколен шудемес, да, який тема. Ну, давайте, шудемес поте. Он хочет играть. Моколен шудемес поте, он хочет играть. Нам надо сделать из этого прошедшее время. Здесь может быть два варианта. Да, мы сегодня об этом тоже должны еще успеть поговорить. Может быть, он один раз захотел, да, вот резко захотел и все. Моколен шудемес потиз, да, или потем, вот. Один раз он захотел, резко, вот ему прям приспичило как-то. Второй вариант, когда он, вот ему постоянно хотелось, но в прошедшем времени. Вау. Правильно, поте вау. Ну, здесь нам ВЛМ надо, да, потому что это не очевидно, мы не были свидетелями. То есть он длительно, процесс целый у него был, что он хотел играть. Вот, Тёма, скажи нам, что вот Моко хотел играть, хотел проказничать. Вот с глаголом ертеманы сделать тоже такую конструкцию. Каким глаголом? Ертеманы, проказничать. Буквально проказничать в удмуртском языке образовано от слов «ир» – голова, «ертем» – это безголовый, безголовничать. То есть проказничать – это вообще отпустить без головы все делать. Давай. Моколен мес потем. Постоянно хотел, да? Да, ну постоянно же он хотел. Моколен ертемес поте валем. Ертем – это основа, к ней надо добавить суффикс. Вот глагол был шудыны, стал шудемес. Ертемес. Ертемамес. Ертемамес. Алло. Да. Ертемамес поте вилем, да. Да. Угу. Ну, давай еще одну фразу скажи, последнюю. Они начали играть в прятки. Как прятки будут? Вацкемен шудыны. Играть в прятки. Вацкемен шудыны вижу. Начинать куцкыны. Да? Их много, их двое, да, поэтому они начали играть в прятки. Приходит Илья. Вспоминаем. Соос, куцкилям, вацкемен шудыны. Шудыны, шонер, соос, вацкемен, шудыны, куцкилям. Все, отлично.
Маша. Боко верам ужаны куле шуйса. Но подвыл вурны, как начать? Начал Куцканы. был вурны куцкем. Кышьяны, тут было слово кышьяны штопать. Кышьяны. Да. Угу. Вот, но они уже начали, мы немножко перескочили вот эту часть, ты все правильно сказала, но они начали играть в прятки. И что случилось? Но Марвис, вацкимен шуданы куцкилям, но... Маша, с тебя предложение. Угу. Ну, в общем, они начали играть в прятки. Угу. Да, они начали играть в прятки, и что случилось? Собери моко. Так. Холодильник. Не знаю, как сказать. Холодильник ожик, Вера. Так же скажи. Ага. Холодильник и залезать. Прятаться. Спрятался в холодильнике. Вот. Не изобретайте. Можно зайти в холодильник. Пырем. Куда? Зашел куда? Спрятался куда? Угу. Холодильнике. Да, в холодильнике. Пырем. Или вацкем. Собери. Так, кричать. Угу. Собери. Верам. Угу. Вот. Верам. Перещ юртыны. Перещ. Угу. Но собери, то есть, ну, наверное, надо сказать, почему он начал кричать. То есть он пырем, и вот здесь есть глагол кынмыны мерзнуть. Он начал мерзнуть. Кынмыны куцкем. Да, кынмыны куцкем. Но кишешкем. Кому? Кричал старику. Перещ. Да, правильно. Но тоже можно сказать, что он начал мерзнуть и начал кричать старику, что помоги мне. Куцкем, но кишешкем, маркиш юртым. Да. Маша, смотри, вот второй раз, да, это уже у тебя прослеживается. Вот у тебя дословный перевод «мар» — это что? Действительно, это вопросительное предложение. Но в придаточных предложениях «мар» меняется на «шуса» и встает в конец предложения. То есть «но кишашкыны куцкем» он начал кричать, но перещу кишашкыны куцкем, говоря «помоги». То есть буквально это будет «говоря помоги». Юртыны верам? Юрты шуса. Юрты шуса. Вот. Но перешли кишашкыны куцкем юрты шуса. Алло. Угу. Здесь? Угу. То есть мы прямую речь заменили через вот это слово шуса, говоря, что помоги, да, как бы если буквально. Угу. Так. Марса берелась, Оля, потом что случилось? Боко мокоес шетты. Шеттем, да, нашел его. Мокоес или моколы? Мокоез, нашел моко. Шетты нашел, да. Мокоес шеттем, да?
Да, шейтем. И потом стал лечить. Себере, сое, да, сказать? Сое. Да, да. Эжьяны. Эмьяны, вот здесь на доске можно сказать. Эмьяны. Эмьяны, Куцке. Нет, так, лечить Да, стал. правильно. Куцке. Начал лечить. Куцке. Да, вот Куцке. глагол Куцке. Эмьяжны Куцке. Горчич. Так, горчич. Горчичник Пукте. Ну, там нет, там был такой трюк, что этим Боко пугал Моко. Боко говорил, вот если ты будешь себя плохо вести, то тогда я тебе поставлю горчишники. Или клизму. Нет, я про варенье лучше скажу тогда. Он у него выпрашивал варенье, я так поняла, да? Ну нет, там был рецепт такой, что надо спать. Боко сказал, тебе надо спать и немного варенья съесть. Тогда сейчас. Тебе надо спать. Моко ес шуис. Моколы кому сказал, кому? Моколен. Нет, лы, кому? Дательный падеж. Моколы шуэ. Надо спать. И жены тынет, и жены куле. Шуэм, да, только он сказал, Шуэм. тебе надо спать. Шуэм тынеды. Тынет и жены куле. И можно немножко варенья, да? Но печигине, что-то там такое слово, пельчаток было. Печельтык, наверное, печельтык, не помню. Печельтык, варенья. Надо съесть. Надо, не помню, щины. Куле. Щино. Правильно, Щины, да. куле. Щины, куле, правильно. Или щино. Умой. Так. Ну, в принципе, наверное, все. Или есть кто еще что-то добавит? Что про врать надо еще сказать кому-нибудь. Про то, что он наврал. Все. Угу. Чтобы не обманывал. Артем Снегирев по списку. Следующий. Боко, Моко, Лы, Шуэм. Если ты будешь врать, если, подскажешь? Паяляшкит ке. Ке у нас встает после глагола. Ага. Так. Вот здесь последний глагол. Паяляшкины. Паяляшкины ке. Паяляшкит ке. Паяляшкит ке. Помните, мы брали эти вот, что надо в прошедшее время поставить глагол. Паяляшкит ке. Паяляшкит ке. Мон. Накажу. Там было горчичники поставлены. Все, вспомнил. Он шудырящ... Нет, горчичник пухтаны. Если ты будешь врать, я тебе поставлю горчичники. Он горчичник пукте... Я поставлю. Пукто. Он горчичник пукто. Клизма пукто. Боже мой. Талбаджим, спасибо большое. У меня вот в планах было еще посмотреть вот по просьбам трудящихся прошедшее время. Давайте посмотрим, есть просьбы трудящихся. Да, просьбы трудящихся есть, но мне кажется, что уже по времени мы очень долго. Есть еще силы или лучше мы перекинем это на следующий урок? Ну, я точно не могу, я уже отлучусь, потому что мне надо на дачу ехать. Прекрасно.
Так, ну давайте это, Марк, мы на следующий раз, я вам отправлю эту презентацию, вы можете самостоятельно посмотреть, а на следующем уроке мы об этом еще поговорим. А какое прошедшее время-то еще? Да вот эти все, плюс перфекты и так далее. Плюскамперфекты, вот. Давайте. Это посмотрите, просто это действительно уровень уже как бы чуть выше. Это, это такой сейчас, как бы немножко забегая вперед. Ну, хорошо, давайте, да. Конечно. Вот, ну что, слушайте, давайте тогда определимся. Вот Боко и Моко, можем взять вторую серию? Насколько было тяжело? Да, давайте. Интересно, да. Все, отлично. Вот, и я тогда вам пришлю текст к этому Боко и Моко, который мы посмотрели. Посмотрите текст удмуртский, вот, посмотрите, какие слова незнакомые есть, ну, там будут такие слова. Вот, и тогда Арня Улса через неделю тогда встретимся. Я тогда вам отправлю домашку, ссылку на... Да, всем вышлю презентацию, где про прошедшее время тоже будет. Вот, на следующем уроке тогда возьмем прошедшее время, возьмем деепричастие и постараемся уже Боко и Моко обсуждать вот как раз более осознанно вот с этими формами новыми. С употреблением деепричастий, С употреблением деепричастий тоже. Угу. Так, Таубаджим, спасибо большое. Да. А там в мультике читалочка была перед тем, как они играть начали. Да. Тоже пришлю ее. Говорили? Я такого не слышала. Там даже так интересно. Икот, вот это слово икот. Это у меня так перчатай, говорит Оля. Это уже у меня у папы и у папы, по папиной стороне, у них у всех акцент. Они не могут говорить слово пункт, они говорят пункт. И они не могут говорить слово x. Мне папа в детстве объяснял задачки, он говорил 2x плюс 3x. Я так смеялась. Нет, просто икот, вот как он начинает говорить, обычно же считалка 1, 2, 3 начинается, да, а икот это по-марийски 1. Вот. Да. И мне так интересно стало, может быть, это... Просто у южан очень сильно вот эта марийская линия осталась. То есть они до сих пор употребляют выражение «поркышно каддищащкны». У вас, кстати, в Башкирии тоже есть мы говорим тогда. Вот, типа, ну что, вырядилась как марийская женщина. Вот. Вот так, да. Русские тоже так говорят. Русские тоже как еще раз я хочу это записать? Про поркышно. Поркышно каддищащки. То есть, например, дочка там оделась, как-то вырядилась, и мама говорит, поркышно каддищащки. Ну, то есть они высоко оценивали марийских женщин. Да. Ну, нет, это очень спорный, потому что в костюме там и штаны, и юбка, и платье, непонятно что, и поэтому вот так ставили. То есть избыточно. Да. Типа. Много всего. Да, как-то не очень оделась, в общем, да. Ладно, Таубаджим, все, тогда спасибо большое. Через неделю встретимся. Тренируйте пересказ дома. Вы можете предварительно что-то написать себе. Мы можем попрактиковать, что вы предварительно мне напишите, отправьте, я проверю, если есть такое желание. Вот. Ярам. Джеч. Луэ. Таубаджим. Таубаджим.